Так, ну что, потихоньку начнем. Так, сегодня у нас вот такой вот ассортимент. Просто супер ассортимент. 3 сорта корейской лапши. Смотрите. Вот она вот фирмы Самьянг. Самьянг фирма. Значит, 3 разных разновидности. Ну ладно, подождем немножко. И вот будем сравнивать ее с лапшой Ролтон. Пока соберутся люди, подождем. Маленько музыку послушайте. Без авторских прав. Так, а я пока тут приберусь маленько. Так, в принципе, все чисто. Чисто. А, что нам надо? Нам надо кипяточек. Кипяточек. Правильно? Так, музончик-то, наверное, громко, да? Громко музончик-то. Потише сделаем. О, совсем выключил. Ну, как-то вот так вот. Как-то вот так вот. Что-то никого нету еще же. Полторы минуты. Полторы минуты, никого нету. Че, где люди-то? Сегодня воскресенье у нас, 7 ноября. Правильно? Правильно говорю? Раньше это был праздник большой. Все отдыхали, пили водку, бухали, так сказать, веселились. Сначала был парад, манифестации трудящихся в честь какой-то там годовщины Великой Отечественной Октябрьской революции. А потом все садились, расходились. Обычно ноябрь был холодный. И, так сказать, уже тут в этих польтах ходили, естественно, в шубах, в шапках, уже зимних лунтах. Там простоять на улице, извините меня, несколько часов, чтобы пройти, вот это уже надо же здоровье сколько. И поэтому вот 7 ноября, сейчас у нас сколько градусов-то? Посмотрим. Посмотрим, так, ну, 12 градусов. Минус 12 градусов в Якутске. Вот в такую вот погоду минус 12 еще парад был. Представляете? Там с транспарантами, какими-то портретами, там что-то несли, шары. Ну, шары не знаю, в какую погоду несли, не несли. Ну, короче, было некий стресс, поэтому люди бухали в процессе. И уже все такие полупьяненькие шли. Все такие полупьяненькие, веселые. Потом приходили еще. Там поддавали дома, значит, или у кого-то в гости обычно шли после манифестации. Там еще поддавали водочки, там, коньячку, вина, там, кто чё. Ну, и все это, конечно, заедали обильным количеством пищи. И вот так вот веселились. И потом на следующий день-то, конечно, сложно было встать после такого мероприятия. И, соответственно, на следующий день был тоже выходной день. Тоже был выходной день, и люди тоже, значит, соответственно, отдыхали, уже как бы отходили от праздника. Вот им давали такую возможность, чтобы они как бы, ну, отошли, а потом уже на следующий день шли на работу, ага, так сказать, уже более-менее здоровыми. А до этого еще, в принципе, 7 ноября на работе отмечали праздник, значит, тоже, ну, там, как бы, тоже выпивали. Раньше принято было на работе выпивать, без проблем, как бы, ага, по праздникам таким. 1 мая, там, Новый год, 7 там, ноября, 8 марта все пили, 23 февраля пили, бухали, все там, короче, было по полной. Кайф был, удовольствие. Ну, много народу, конечно, спилось, скурилось там, отравилось.
померла. И поэтому, значит, вот такая своеобразная была, как это, выживание. Люди таким образом, как кто был крепче, тот оставался живой после таких пьянок, загульных и так далее. Ну вот, сейчас у нас с вами кипяточек будет готов, и мы с вами попробуем, значит, будем пробовать эту лапшу. Я не знаю, я вот зашел в магазин и купил, короче, вот такую вот лапшу. Что тут странное, да, мне показалось, тут по-русски нифига нету. Нифига по-русски нету. Вот я вижу Korean Black Bean Sauce. То есть тут разные соусы, да? Hot Chicken. Ну, chicken, курица, flour ramen. Хочи. Вот такая птичка изображена, курочка. У нее тут, смотрите. Это что, перчик, да? Хот, перчик, хочи. Вот какие-то корейские надписи. Фирма вот сам я, ух ты, что до 22 года 02-28 месяца годная штуковина. Ну вот весуха у него 140 грамм, чистый вес 140 грамм. Ну и переворачиваем, что здесь мы видим. Надписи опять на русском языке нету. Значит, содержимое, что там содержится, соответственно, калорийность, вот такие данные, короче. Кому интересно, может почитать. И здесь, что у нас здесь идет? Ингредиенты. Какие ингредиенты? Мелкие буквы. Все по-английски, короче. Так, и изготовление. Где изготовлено? Австралия, что ли? Нет. Малайзия? Нет. Черт его знает. Янгон, Янмар, что-то телефон какой-то. Самьянг, Австралия, да? Австралия, правильно, да? Там в Азии. Синглонг Фуд Продукт, что-то Лахан, Кавасан, Перндустриан, Балаконг, Сери Кембанган, Селангор, Дарул, Энсан, Малайзия написано в гугле. А где изготовлено, тут вот только вот такая информация. Ну, Country of Origin Korea, сайт samyangfoods.com. Заходите там, читайте про эту лапшу. Так, Hot Chicken. Вот, короче, будем по картинкам догадываться. Короче, это у нас лапша вот с перчиком вот таким, чили, да? Понимаете ли, вот таким вот перчиком. Потом дальше есть вот такая лапшичка тоже. Курочка изображена. Вот она наматывает на вилку даже эту лапшу с таким лицом. Каким-то выражает предвкушение этого вкуса, кайфа. Так, обычно вот таким цветом указывают очень жгучий продукт, как бы, где много перца. Ну, посмотрим. Хочи. Это хочи у нас. Вот так вот она выглядит. Тут, конечно, не без вранья. Вот травку добавили, вот эта вот травка. Обычно травки нету.
халяльная даже, да? Вот смотрите, это халяльная, а это у нас тоже халяльная. Угу. Так, а здесь я заметил надпись Корея. О, Made in Korea. Сделано в Корее, то есть оригинальная. Так, что-то там у меня приходит на телефон. Опять же, тут все английские надписи, то есть по-русски нету никаких надписей, нифига. Обычно такую как бы наклейку делают, там по русскими буквами пишут, что тут, значит. А тут даже такого нету. То есть это можно сказать, что вообще оригинальная лапша корейская. Ну, вот я хочу добиться, где же она сделана. Тут вот такими мелкими буквами Бангкок, Малайзия, Джапан. О, боже мой, это импортеры, что ли? Кто продает? Лавьянг импортер. Ну да. Но вот тут, вот, если вот на этой смотреть вкладки, то мы читаем, что Samyang Foods Co. Made in Korea, фабрикуя and изготовлено and в каком-то языке, там еще не английский даже, французский что ли. Черт его разберет. Ну, будем считать, что это оригинальная корейская лапша, которую многие любят. Так, чаек у меня уже закипает. Так. Вот. Включаем его. Сейчас будем заваривать. Я, наверное, целиком не буду, да, заваривать эту лапшу, потому что ее там дофига, 140 граммов. Я буду пополам делить и специи тоже пополам добавлять. Так, ладно. Вот такая, значит, это у нас хочи. Это была... это тоже хочи. Где название-то? Ё-моё, блин. Булдак. Тут что-то по-корейски написано. А, вот это что ли? Джаджанг какой-то. Перченый слишком. Так, и вот такая еще. Вот. Это сыр, что ли? Хочи, карри. Соус карри. Знаю, карри есть такая корейская приправа. Но вот тут опять нарисовано что-то там такое. Типа натуральные какие-то фрукты даже. Ну, конечно, там внутри такого не будет. Карри, соус карри, понятно, все. Ага. И вот здесь мы выйдем вот по это индийская курица. Индийская курица, вот видим, вот это вот она вот тут пятно на лбу, вот индийская. Там как в Индии надевают на голову вот этот вот головной убор. Вот в такой позе тоже йога сидит тут. Что-то на сыр это напоминает мне довольно. Хочи это. 140 грамм. Сделано в Корее. Халяльная продукция. Такие вот цветочки вокруг. Переворачиваем. Опять тут содержимое. Калорийность. Информационное содержание. Вот это вот. Что кого содержится. В процентах, в граммах. Вот такая информация. Ну, наверное, мало кто ее читает, мало кому это все интересно. Ну, вот флаг Японии это или что это? Или это знак Samyang такой. Samyang Foods Co. Ltd. Made in Korea. Сделано в Корее. А, это по-французски. Фабрикуя and Korea. Понятно. Адрес даже вот 104 Опаесан Ро 3 Гил Сеонгбук Го Сеул, Корея. Ничего, неужели в самого Сеула привезли? Ё-моё. Но, короче, по цене, да, вот эта вся лапша, она стоит, самая дорогая, не помню какая из них, 130 рублей. Самая дешевая 100 рублей. Или 102 рубля, там где-то так вот.
Короче, 130, 110 и 105 рублей. Короче, вот так вот. Чуть дороже 100 рублей. Ну, цены я уже не помню. Чек выкинул, какие стоят. Ну и вот их будем сравнивать. Вот эти 3 корейские оригинальные лапши с вот нашим Ролтоном любимым. Ролтон говяжий классический. На домашнем бульоне. С говядиной. Вот тут, конечно, они изобразили тарелочку такую, мяско там, ага, там. Натуральную какую-то траву там. Типа вот она. Стоит она, короче, в пределах 18 рублей вот эта вот пачка. Кстати, Ролтон дорожает. Но тут веса меньше, тут 60 граммов веса. Нормально. А тут в 2 раза больше, 140 граммов. И она такая конкретно тяжелая. Ну что, давайте возьмем тарелки и будем раскрывать. Так, где тарелки-то у меня? Куда я их все дал? А вот они в шкафу. В шкаф поставил. Оп. Такие тарелочки прозрачные. Их протереть надо, что ли? Сейчас я протру. А то они в шкафу стояли, запылились. Немного запылились. Так, надо комментарии почитать. Может, кто что написал, а я тут такой не отвечаю, не уважаю своих подписчиков, зрителей, типа, да? Поэтому комментарии надо читать. Конечно, надо читать комментарии. Так, вот. Еще не перепутать надо мне. Так, ладно. О, Тима, привет, да, люблю море. Привет, привет. Может, не будем заваривать так, сухой съедим? Да ну вы чё, там же вот эта приправа суперовская. Блин, ее как не заваривать? Вы что, урок что ли не пускать? А так просто эта лапша, она не такая вкусная. Вот это, в принципе, можно еще в сухомятку съесть. Угу. Тут приправа-то такое, одно название, да, как бы. А это надо, конечно, заваривать. Вот я чайник сейчас вскипятил. И, соответственно, сейчас мы будем пробовать. Корейская лапша сейчас, она вообще в тренде. Кто не знает, значит, поэтому популярно. Любителей вот таких острот, да, корейская там, как по-корейски эти, что там у нас, по-корейски морковь, да, там корейские салаты всякие, они же вот в последнее время очень популярны. Многие очень сильно подсели на них. Так, ладно, давайте вот с этой вот начнем. Hot chicken у нас, которая вот тут с перчиком. Давайте. Давайте я возьму ножницы, чтобы было аккуратно, потому что я не буду все выкладывать. Порт там доза большая. Она, во-первых, у меня в тарелку не поместится. И вот таким вот образом обрезаем. Делаем обрезание пакету. Ну и вот достаем. Вот видим. Ух ты, там что-то отломилось. Посмотрим, что внутри содержится. Так, внутри мы видим каких-то 2 пакета. Один пакет, второй пакет. Да, вот здесь вот, кстати, вот это мы возьмем и сейчас сразу высыпем сюда, в тарелку. Ну, видим, что лапша довольно такая крупная, да, смотрите. Крупная, даже толще, чем, по-моему, доширак. Толще. Так, и вот эту мы сейчас разделим ее. Апс. Так вот, пополам. Все мы делим пополам. Помните, раньше песня такая была? Все мы делим пополам. С другом пополам. Пам-парам, пам-парам. Сегодня, кстати, праздник.
7 ноября. День Октябрьской революции. Сколько там лет исполнилось? Уже больше 100 лет. Это 100 лет в 2017 году было. А сейчас какой? 21 год. Так что вот кто-то отмечает даже праздник по старинке. Так, и видим мы здесь два пакета. Один пакет вот такой мягкий, да? Вот там какая-то жижа. Жижа. В этом пакете, к сожалению, все тут на непонятном языке иероглифами. В принципе, это можно все перевести. Там как бы сейчас же на телефоне есть вот эта вот программа. Там берешь, щелкаешь. И она распознает сама вот эти иероглифы и перевод пишет. Просто вот так вот надо сфотографировать. Она, значит, эта программа автоматически распознает текст и подставляет уже здесь перевод вместо этих вот букв. Так, иероглифов. Ну, я вот одно понимаю, что вот этот иероглиф означает то, что это линия обрыва, да, разрезать, по которой. Ну, мы не будем резать полностью, мы вот так вот. Так, музыка там не мешает? Интересно, вот это без авторских. Я заглушу, наверное, ее вообще. Без авторских прав. Вот так лучше, по-моему, стало. Так, и теперь я вылью половинку. О, какая тут, смотрите, суспензия. Черная какая-то. Аж она такая, какая-то багровая. Как такая кровь, такая запекшаяся. Ух. Такая густая, вот такая смесь. Так, и половину выдавил, нет? Не знаю даже. Ну, давайте еще вот такую капельку. Опс. Так, конечно, я руки испачкал. Так, попробуем. Где-то пробую. Так, она, короче, сладковатая. Сладковатая и... Ну, не очень жгучая такая какая-то. Да, есть перец, но не так много. Теперь вот это вот. Тут, похоже, травы. Травы зеленеют. Песня такая тоже была. Кто помнит. Так, теперь вот так вот отрезаем. Берем дырочку. Вот это вот нам надо расшиперить. Так, смотрим, что там такое внутри. Видите, да? Там у нас получается... Давайте я сейчас возьму ложку. И на нее мы посмотрим на ней, что там внутрях этого пакета. Так, все высыпать я не буду, я только вот половинку высыплю. Так, вот. То есть, что мы здесь видим? Вот это похоже на мясо, да? На мясо похоже. Что-то вот кусочки такие, да? Видно, да? Это какое-то бобовое, что ли. И вот эта травка какая-то. Ну, тут, видать, морковка, еще что-то. То есть, ну, реально тут такое содержимое, ну, хорошее, да, как мы видим. Я бы прочитал, ну, там все вот по-английски, по-ангельски и мелкими-мелкими буквами. Так, вот высыпаем это сюда. Так, тут половинка будет. А все, я половинку высыпал. Половинку высыпал. Так, теперь мы все это дело убираем. Убираем. Так, я вот эту вот лапшу, надо не попутать. Вот эту лапшу я складываю и сюда же пакеты, половину. Оп, сюда же пакеты я ставлю вот сюда. И сюда же я тарелку ставлю. Вот это вот. То есть вот смотрите, у меня здесь вот таким образом все стоит. Каждая лапша под своей лапшой, да, чашкой. Так, далее берем, у нас тут крошки. Так, следующую тарелку. Вот это вот будем. Красную. Hot chicken. Flour ramen. Корейская. Хочи. Любовь. Вот она прямо не может. Это курочка. Сейчас она ее... Это курочка, да? Потому что бантик, видим, она в таком нетерпении, что просто
Обалдеть, она просто глаза закатила, закрыла, да, от предвкушения этого чувства кайфа, которое принесет вот эта лапша ей. И сзади, кстати, мы видим здесь Пизанская башня, да, Пизанская вот такая наклоненная башня, это у нас Италия. И вот здесь вот какой-то собор, тоже, скорее всего, европейский собор, может, Ватикан, Рим, там, то есть все, они схожие, да. То есть вот эта курочка, тут написано, вот, томата паста, вот это вот у нас. Ну что, давайте пробовать раскрывать, наконец-то я нашел. Берем, делаем обрезание пакету. Аккуратно. Сейчас корейская лапша, вообще корейская продукция, она очень популярна. И у нас даже в Якутске целые магазины есть ее по продаже только вот корейских продуктов. Именно корейских продуктов. Не китайских там каких-то, а это именно корейских. Так, вот. Ох, какая мощная, да, смотрите, ну тут вот если такую одному заварить, то порции точно хватит. Ну, поскольку тарелка у меня небольшая, и одному столько не съесть, конечно. Сейчас мы ее пополам. Ох, вот таким вот образом. Так, смотрим, что там внутри. Ну, тут уже только два пакетика. Два пакетика, и он там крошки. Достаем эти пакетики, высыпаем. Эту, кстати, надо... Ух, какая она крепкая-то, а? Какая она крепкая. Просто обалдеть можно. Таким вот образом ее... Ё-моё. Таким образом ее ломаем. И теперь смотрим. Вот здесь один пакет соус написано. Вот тут хоть по-английски что-то написано. Томата паста. Все понятно. Томатная паста для вот этой вот. Такой прямо цвет такой, да? Даже видно там что-то на просвет. Делаем здесь такой вот разрезик. И смотрим, что там выйдет. Ну, точно, вот она как томатная паста. Ну, тоже такая темноватая. Тоже темноватая. Вот такая вот. Так, все, хватит. Харе. Блин, это сейчас мы оближем. Попробуем. Ой, какая она вкусная. И перец там. Вообще. Томат и перец. Супер. Так прямо горло конкретно дерет. Так, вот это вот. Аж пламя изо рта, представляете? Да если бы сейчас бы я на камеру взял бы, у меня бы пламя изо рта точно выскочило. Так, это, короче, сухая приправа. Открываем ее. Таким вот образом. Так, как ее расщеперить? Мало открыл, оказывается. Мало обрезал. Ну, побольше обрежем. Проблем нету. Открываем. Так, видим вот такой порошочек у нас там внутри. Такого цвета он. Если вот в предыдущем там были типа мяса натурального, да, там кусочки, да, и натуральные как бы овощи, все, то здесь вот это все измельчили и в виде вот такого порошка. Так, высыпаем половинку. Короче, остроты все вот в этом соусе томатном. Так, вот тут даже какие-то что-то есть, кусочки какие-то чего-то. Угу. Так, ладно, все, хватит. Убираем обратно, сюда убираю. Вот этот пакетик складываю
Сначала мы туда положим лапшу, потом вот этот пакетик. Тут можно, знаете, 2 дня есть это все, или даже 3. Все я сложил. И теперь мы это вот сюда положим. Лапшу нашу. И с этой стороны я поставил вот таким вот образом. Вот видно, да? Лапша. Вот это вот пакет. И напротив чашка. Сейчас скоро мы зальем все это дело одновременно. Так, и вот что у нас осталось. Так, чуть я наклон сделаю. Вот у меня такое ощущение, что он сейчас телефон упадет. Вот это осталось из корейских. Сам янг, булгак карри, соус карри. То есть это у нас индийская штуковина. Вот такой вот он. Но мне кажется, вот это как будто сыр плавленый на хлебе. Что-то подобное, да? О боже. Падает. Корея. Содержимое. Тут мы уже это изучали. Так, где тарелка? Тарелка, вот она. Открываем. Тут смотрите, какие красивые цветочки по краю. Так, ух ты, какая она толстая-то. Ё-моё, смотрите, видали, да, какой цвет приятный. Цвет приятный. Так, теперь мы ее половинку. Ай, ой, столько хватит. Хватит. Так, и что здесь внутрях? Смотрим. Так, кто что пишет? Может не... Не-не-не. Так, никто ничего не пишет? Ну ладно. Кто-нибудь что-нибудь напишет, я думаю. Так, здесь внутри осталось вот немного этой лапши там. Его сюда высыпем. Все разбежались за лапшой, что ли? Так, эту положим сразу сюда. Убежали, наверное, не могут терпеть. Побежали в магазин за лапшой корейской. Да, конечно, такие вот видео сложно смотреть, стримы, там видео, когда люди сидят, едят. Сразу аппетит, и если ты голодный, ты хочешь это самое есть. У тебя там в желудке выделяются, что там выделяется? Соляная кислота, ну, короче, для переваривания соки. Так, булдак соус, вот такой карри. Вот он даже по цвету такой. Даже он по цвету такой. Так, обрезаем. Обрезаем. Так, теперь что? Мы вот сюда выдавливаем половинку. Ой, надо было мне обломить его. Я что-то рано начал. Так, во. Все, хватит. Хватит. Оно все перченое. Попробовать чуть-чуть. Угу. Карри, да? Карри-шмари. Такой, ну, цвет, конечно, не как у карри, а какой-то темный. Но по вкусу он это карри. Ой, блин, падает все здесь. Так, а как я так сделал-то? Вот так вот будем делать. Сейчас его ломать. Ай. Вот таким вот образом. Так, я весь уделался в этом соусе. Весь уделался. Теперь что мы делаем? С сухим содержимым открываем пакет. Что внутри? Так, ложку надо. Там какие-то что-то лежит. Сейчас мы на ложку. Что-то тут совсем мало. Ё-моё. Там больше было.
Не доложили, что ли? Ну, короче, здесь вот получается это овощи. Овощи. Вот такие овощи, смотрите. Ну, фокусируйся. Вот такие вот овощи там. Какие-то овощи. Не знаю, что за овощи, но овощи. Так, еще сколько здесь осталось. Что там, мяса совсем нету никакого? Нету. Это вегетарианское, видать. Индусы, по-моему, мясо не едят. У них как бы корова священное животное. Поэтому вот. Вот что внутри. Теперь мы это все дело сюда внутрь ложим. Этого соуса чуть-чуть еще я добавлю. Оп. Так, хватит. Харе, 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 харе. Харе, харе. О! Сейчас как раз надо мне вот этого остренького, чтобы нос пробило. Тут бегал, снимал виды города красивые. И меня что-то нос заложило. Так. Ну что, все, в принципе, я ее поставил. Теперь будем все это... надо еще раз кипнуть, потому что вода однозначно у меня остыла в чайнике. Сейчас будем еще раз кипятить. Вот так вот ставим их рядом друг с дружкой. Так, ну зажигаю ее, как обычно, таким вот образом. Мне так она больше нравится. Горит, когда спичка, чем вот этот электроподжиг дурацкий. Оп. Все. Спички вот такие обычные. Там раньше она копейку стоила. Сейчас, я не знаю, за сколько покупал-то я. Коробок, 10 штук, у меня получилось что-то 15 рублей. 10 таких вот. За 15 рублей. То есть коробок это сколько? 1,5 рубля, что ли? Ну да. Вот такой. Но здесь я считал спичек. Короче, не 100 штук, как раньше вот было, да? А всего лишь 30 спичек. Ну, и вот такие вот спички обычные. Вот такие вот. Здесь вот эта головка, то значит это такое зажигающая смесь. Когда вы проводите этой спичкой по вот этой вот массе здесь, нанесенной, происходит искра, возникает искра, от которой вот это вот загорается воспламеняющая, значит, вот эта вот смесь, и вот таким образом. О, вот она горит. Близко я не буду подносить. Вот таким вот образом. Да, пожары вот от этих спичек. Спичка-то дешевая, а потом люди гибнут. Люди гибнут, миллионные ущербы. Тоже из такой ерунды. Из-за того, что люди неправильно. Так, а это я забыл совсем. Сейчас, ладно, мы это зальем, и я потом... Все, кипит. Так, надо что-то, какую-то тряпочку. Чайник-то горячий. И мы заливаем, короче. Надо будет еще закрыть чем-то. Это противовирусная, кстати, штуковина. Рекомендуется сейчас ее пить. Там микробы убивает. Поэтому, чтобы не было болячек разных. О, она как булькает аж. Прикольно. Так, еще сюда подольем. Сюда подольем, да. Бульончик потом выпьется, нормально все.
Бульончик выпьется. Так, теперь эти тарелочки надо закрыть. Так, еще не закрыть. О, Господи. Такими тарелками я буду закрывать. Раз. Правильно, да? Надо же закрыть. Блин, она прилипает. К клеенке прилипает. Я забыл совсем, что надо было поставить. Такими я тарелками закрою. Как раз они по размеру получаются. Я тут уже закрываю. Тут, кстати, что-то не утонуло это. Потом надо будет помешать немножко, я думаю, да, в процессе. Так, все закрыли. Так, и теперь... Опс. Вот это у нас на пшене осталось. Ролтон с говядиной. Вермишель на домашнем бульоне. То есть, типа домашний, это должно быть супер-пупер такое все полезное. Ну и тут, конечно, вот все тут указано, где что сделано, состав. Вермишель, мука пшеничная, масло, растительная вода питьевая стабилизированная, карбонат калия, регулятор кислотности, бульон домашний, усилитель вкуса, сахар, сушеные овощи и зелень, чеснок, лук, репчатый, томаты, базилик, петрушка, ароматизаторы, пряности, перец красный, перец черный, имбирь, мускатный орех, куркума, корица, гвоздика, мясо, говядина, сушеное масло, растительные красители. Вот, короче, как сделано. Залейте вермишель кипятка. 300 миллилитров надо кипятка. А где сделано-то? Российская Федерация, город Серпухов, Московская область, деревня Ивановская, территория Меревен Фуд Централ. Ё-моё, это даже не российская, что ли? ООО Меревен Фуд Украина, улица Офицерская. Так. Фуд Тяньшань, ё-моё. Марвин Фуд Тяньшань. Что, Китай? Не понял. Импортеры Грузия, Азербайджан, дистрибьюторы Беларусь. Ай, не поймешь. Чей это Ролтон? Ну, вполне может быть, что он и не, даже не российский. А Ролтон мы вот такую тарелочку заварим. Такую беленькую тарелочку. Возьмем мы ее. Мы ее сейчас всю заварим. Вот. Так, открываем. Так он. Оп. Ролтон стоит он 18 рублей. Вот такая вот. 2 пакетика. Смотрите-ка вот тут. 2 пакетика. В одном бульон домашний. И во втором масло натуральное, подсолнечное, 100%. О, видали, да? Без вранья. Наша, типа, не знаю, вообще наша, не наша. Так, теперь как тут открыть? Тут такой есть клапан. И надо вылить. Это масло. О, брызгает оно. Видите, да? Брызнуло масло, короче. Вот оно капает. Ну, тут немного, конечно. Но оно есть. Так, и теперь... Тут пакет я, может, вот так открыть, как это обычно в полевых условиях. О, открывается вообще шикарно. И высыпаем содержимое. Вот такой вот порошок получился у нас. Смотрите. Сейчас мы это все зальем дело кипяточком. Там кипяточек у нас есть. Поэтому заливаем. Хватит ли, только я не знаю. Хватает. Хоп. Все. Теперь опять тарелочкой. Так, я его в сторонку уберу,
чтобы он нам не мешал. Так, сейчас я здесь немножко приберусь. Так, а вам нравится вот такая вот лапша вообще? Вы любите ли вы корейской лапши? Какую вы больше лапшу любите? Корейскую, доширак или там нашу, Ролтон, там, Мивекс, дешевую, там какую-нибудь еще там, Петра. Так, все, я поставил, короче. Сейчас у нас все это набухает. А сколько по времени-то должно набухать? Давайте-ка возьмем пакет какой-нибудь. Ой, не уронить бы мне эту всю конструкцию тут. Вот это вот. Ой, так вот лучше пускай стоит. Сколько по времени-то ее надо заваривать? Сейчас пытаюсь я прочесть вот здесь вот. Черт его знает. Не поймешь. Может его еще надо... Погодите. А вот. Cooking Direction. Так вот написано. 600 миллилитров. Water and cook for 5 минут. For noodles flakes info or boiling water and cook. Что, надо кипятить еще что ли его? Please remove water from noodles. Remain 8 spoons of water and put with 30 seconds. Stir well and serve. Не поймешь, что написано. Ну, будем считать, что типа надо даже варить его. Давайте одну для примера. Ай, все прилипло к этому. Все понаприлипало. Посмотрим. Вилку надо, да? Или палочки лучше? Может, палочками? Эти палочки возьму. Этих палочек вот недавно какие что-то брали. Вот такие палочки есть. Обычно они остаются. Палочка бамбуковая. Такая вот палочка бамбуковая. Алпен написано. То есть здесь вот надо сделать алпен. Таким образом. Чомс. Так, и у них вот этот вот перед более узкий. А здесь, да, пробуем, да, макбанк. Корейская лапша. Привет, Эль. Проснулись. Вчера у вас классный стрим такой был. Я заснул. Пока стрим шел, я заснул, короче, в постели, вырубился и проспал до самого утра. Пробую, пытаюсь вот сравнить 3 сорта китайской лапши и как его употреблять. Что-то он нифига не разваривается, люди, толком. Придется, видать, его в микроволновку мне пихать. Разное время. Да, ну понятно, блин, страна-то какая он. Цари захватили в свое время там территории, ого-го, от Балтийского моря до Тихого океана. И хапанули, и теперь не знают, что делать с этим. Все же надо, это как бы, люди живут здесь, и как им жить, они до сих пор эту проблему решить не могут. С этими завоеваниями. Вроде бы много, хорошо тяпнулись, ресурсов-то много, да, у Москвы получается, да, но это все же надо содержать, людей-то надо как-то здесь, чтобы они жили, да. Так, вот, так, короче, я беру это все сейчас и в эту ставлю микроволновку. Короче, надо варить, я прочитал. Эту супер лапшу, надо ее варить еще. Корейскую. Она такая толстая, что она от кипятка не хочет толком провариться. Вот я ее на 1,5 минуты поставлю. Сегодня у нас вот такая вот лапшичка с соусом карри. Вот такие вот здесь вот рисунки классные. Индуска, да? Или индус. Не поймешь, они все накрашенные. Ну, вот в такой позе лотоса сидит он. На голове у него этот
колпак их не индийский. Вот таким вот образом. Короче, со всего тут мировая получается премьера. Здесь вот в японском стиле, да, вот это видим, как бы, или в китайском. Это пагода, да, ихняя. И вот такая вот курочка симпатичная. Здесь вот, соответственно, перчик острый. И здесь еще вот третья лапша. Не хочется развивать политики, но центр... Ой! Но централизованная система для России не подходит, проверено на практике. Картинки прикольные. Да, вот смотри, какие картинки делают. А здесь такая, типа, девочка, да, с бантиком. Она вот эту лапшу намотала. Это томатная паста. На вилку, почему-то вилкой, да? Странно. И вот она в таком предчувствии такого кайфа, я не знаю, вот там сзади Пизанская башня, тут это Рим, да, Ватикан, что-то такого плана. Вот, три разных вкуса, и сравниваю все это вот с лапшой нашей Ролтон говяжьей. Вот вермишель на домашнем бульоне, натюрлих. Сравниваю. Так, эту я проварил одну 1,5 минуты. Так, как мне теперь вытащить? Тут же оно все горячее. Так, дальше. Вот эту я ставлю в микроволновку. Тоже на пару минут. Так, вот, все это сравниваю, весь этот импорт с нашим российским Ролтоном. Ну, заварил, там вкусы действительно разные у них. Содержимое, соус, 2 пакетика. Вот такое вот здесь содержимое, короче. Вот я половинку только, потому что как бы вот там 2 пакетика. И вот это, потому что 140 граммов. Я 3 лапши, вот эти 4 завариваю, мне их не съесть вообще, поэтому я по половинке. А у нас вот магазин есть. И, кстати, смотри, тут даже по-русски надписи нету. То есть она действительно не для России, а для импорта. То есть, как бы, то есть оригинальная корейская лапша. То есть, если вот говорят для России, да, что делается, то качество хуже. Качество хуже, потому что в России-то у нас можно все что угодно продавать, всю гадость. Ага. А там, вот если это для импорта, для Европы или там для Америки или еще для кого, он лучшего качества, соответственно. Ну, сами они там потребляют, значит, хорошие продукты. Вот я знаю, в Турции там вообще запрещено продавать те фрукты и овощи, которые идут на экспорт в Россию. Они такого мерзкого качества, что их только в Россию можно продавать. А в Турции нельзя продавать. Также в Турции штрафы большие за продажу лекарств поддельных. Там бешеные штрафы, поэтому там продают только оригинальные лекарства. И те туристы, которые туда ездят, значит, они закупают, вот с России, с Украины, они закупают много там лекарств, набирают, потому что они оригинальные лекарства, не поддельные. Горячо. То есть тоже для России оно бывает таким, как бы, любую гадость сюда могут за любые деньги. Да. Действительно так. Там закупают эти лекарства мешками наши туристы, ага. То есть, чтобы как бы здесь уже... Во-первых, там дешевле, первое, да? И второе, там вот у них ислам, и запрещено вот это все поддельное продавать на внутреннем рынке. Поэтому у них все там четко в этом смысле. Так, 5 лайчочков, шикарно вообще. Палочки сегодня вот такие у меня. Так, пускай оно тут все стоит.
Так, давайте посмотрим, что с Ролтоном происходит. Ролтоном у нас происходит 5 минут, как говорится. Ну вот Ролтон уже, в принципе, он такой вот. Сейчас мы его помешаем. Ну, нормально разбух, да? Я, кстати, что его заварил? У меня немножко в нос, говорю. Хочется что-то остренького, чтобы прошибло в нос. Тут я бегал, красоты снимал, немножко застудился и, короче, вот. Ну, ПЦР у меня все нормально, отрицательный, поэтому вы не волнуйтесь, не заразитесь. Вот такая вот лапшичка Ролтон. Так. Пускай еще пухнет. Пухнет. Хорошо распухло, кстати. Так, а здесь что у нас? Вот это вот. О, тут супец-то какой, да? Смотрите. Вау. Карри, соусом карри. Нормально, да? Не хватает еще только что-то, да, тут немного. Но так, тут даже вот есть эти овощи. Серьезно говорю, где-то вот тут одна попалась мне. Но почему-то вот в этом карри было овощей меньше, чем вот в другом. Так. Так, вытаскиваем, но горячее, осторожно. Блин. Ох. Ай. Так, все. Надо было мне какую-то подкладку. Это клеенка, она, ё-моё, она от нагрева, соответственно, нагревается, и к ней прилипают эти тарелки, что не есть хорошо, как бы. Так, давайте теперь вот эту посмотрим. Так, давайте-ка я отключу эту. Опс. У меня тут подзарядка еще была включенная. Телефон заряжал. Так, как сейчас удобно все-таки. Вот телефон хороший, да, если на нем можно все вообще делать. И интернет там есть, и видео снимает, и монтировать можно. Вообще супер. Вот скоро такие времена наступят, что, в общем-то, нифига уже не надо будет компьютера обычного. Единственное, что, конечно, телефон, смартфон неудобно, что он маленький экран. Маленький экран, нифига не видно. Ну, в принципе, можно на телевизоре смотреть, как бы, какую-то клавиатуру. Вот уже такие док-станции, я знаю, есть. Вот что здесь, смотрите, у нас. Это у нас остренькая с перчиком. Вот такая вот. Цвет вот какой у нее, да? Так, еще пускай стоит она. Варится. Так. И томато. Томато. Опс. Аж булькает она там. Лучше, конечно, ее проварить, вот эту лапшу, потому что она, вот смотрите, какая толстая. Она толстая, реально толстая. Ее лучше проваривать. Ну, у меня микроволновка, да и у многих, наверное, да. Микроволновка, говорят, микроволновки не вредные. Вот это вот излучение, типа, оно действует на молекулярном уровне на это все. И поэтому вредные типа продукты нельзя разогревать. Ну а как нельзя? У нас сейчас даже вот в столовых я видел, да, где мы в Крыму там были, да. Так-то я по столовым не хожу, но там заходишь, там у них продукты, да, лежат продукты, ну готовые уже продукты лежат. И что? Ты говоришь, вот дайте мне вот эту котлету, да, вот эти макароны. Она берет, все это накладывает в тарелку, там из этих, больших таких чанов, да, и ставит в микроволновку, блин. Ё-моё, блин, разогревать. То есть вот у них продукт, там он уже стоять может, черт знает сколько времени. Никто же не пишет там, когда они сделали, то есть фиг его знает, может уже неделю стоит там, никто не покупает, а тем более за такие деньги, как сейчас вот в столовых продукты стали, сумасшедшие деньги, чтобы поесть там надо, там, не знаю, там 1000 там рублей там отстегнуть, блин. Кошмар, это столовая.
столовые раньше были для всех доступны. На рубль можно было вообще нажираться, вообще из-за стола не встанешь. Набрать там салатик какой-нибудь, потом кашку можно было взять, малашку, потом супчик, борщок там, ага, значит, потом какую-нибудь котлетку с рисом, ага, и все это компот, допустим, 2 компота еще взять, и еще 4 куска хлеба, хоп, вот это понимаю, это поел, понимаете, что возьмешь там с гулькин нос, вот столько вот, ага, что-нибудь, вот столько вот, с гулькин нос возьмешь и типа это самое, поел, блин, да вышел уже голодный, блин, а денег кучу отвалил, я не понимаю эти времена. Сегодня, кстати, 7-е, день революции Октябрьской. Многие отмечают. Еще целое поколение у нас не одно живет, которое этот праздник отмечало в свое время. Его перестали отмечать только вот, я знаю, 20, когда у нас день единения вот этот придумали, да, в 2005 году его придумали, искусственный праздник. И вот с этого времени где-то уже перестали 7 ноября отмечать, как бы замену День единства вошел вместо 7 ноября. Вот тоже вроде бы время такое же, да, вот такое время, когда осень, да, хреново на улице, такое пасмурно, дожди, там непогода, туманы, значит, снег падает, мороз. И тут надо же людям что-то как-то расслабиться, да, им минутку, значит, там 2 или 3 дня выходных предоставить, потому что, значит, чтобы они расслабились там немного, так как бы, ага, отдохнули в эти тяжелые дни. И вот такой праздник, короче, придумали. Ну что, давайте с вами пробовать. Давайте для начала вот это вот. Это у нас... Так, хоп. Вот эта лапша. Так, наверное, буду делать, да? Соусом карри. Такая вкусненькая лапша. Так, мне надо какую-то... Слушайте, я сейчас уделаю же тут все делаю. Надо какую-то тарелку или что? А, вот да, тарелочка есть. Тарелочку буду. Это еще советская тарелка, смотрите. 90-й год. Первый сорт. Это вот значок, это, по-моему, известная фабрика, которая посуду выпускала. Сейчас выпускает, не знаю. Много позакрывалось, конечно, фабрик. Потому что Китай, он большую конкуренцию составил нашим всем производством. И просто многие наши не выдержали этой конкуренции и закрылись предприятия. Так, вот так вот мы берем. Тун-тун-тун. Блин, как неудобно, а? Слушайте. Вообще, это вот так вот надо, да? Ну ладно, давайте одну хоть попробую. Ну да, перчик чувствуется. Карри тоже чувствуется, да. Лапша такая мягкая. Вот хорошо, что я ее поварил. Она поэтому получилась мягкая. Вот такая вот. Да. Хорошо она во рту, вот, знаете, обжигает. Все-таки вот это все корейское, оно такое с перчиком. Хотя я даже половину высыпал приправы, но все равно она жгучая. Ну, это, конечно, да, на любителя. О, какая красота у нас. Неописуемая.
Так что, у кого там есть лапша в заначке, берите, доставайте и кушайте. Но она жгучая, но не такая. То есть к ней можно привыкнуть, в принципе. Я вот что-то пробовал какую-то продукцию тут, китайскую или что вообще там невозможно. Я буквально рот весь горел, как пламя. Что-то я пробовал, уже забыл. Как они вообще привыкают к этим остротам, я удивляюсь. Ну, наверное, я никак оправдываю их, то, что на юге там тепло у них, жарко, да, и чтобы сохранить еду, они вот эти перец туда интенсивно перчат и, значит, специи ложат, чтобы оно не испортилось быстро. А у нас-то на севере зачем так делать, а как бы. Так, все понятно с этой лапшой. Давайте еще бульончик попью. Остыл он бульончик. Давайте посмотрим поближе. Кстати, вот видите, да, как она, какого цвета. Вот такой жирок даже плавает, маслице какое-то. Но я не смог прочитать его, потому что там мелкими по-английски буквами. Да фокусируйся ты, ёхарная. О, красиво, да? Сытно выглядит. Так, давайте попробуем. Ой, хорошее лекарство от ковида. Точно вам говорю. О, какой горячий, ждет рот прямо. Прямо не могу. Так, теперь давайте вот эту пробуем. Томатную. Так, здесь закрываем. О, какой цвет. Смотрите, какой цвет шикарный. Такой томатный цвет. Фу. Так, берем. Оп. Вот такая вот лапша. Так вот она выглядит аппетитно. Сейчас мы ее попробуем. Тоже жгучая. Вот такая томатная. Она уже более вкус такой томатный у него, да, так более понятный томатный вкус. Эти еще. Ну что-то у меня от этого перца уже начинает это, рецепторы забиваться. С одной стороны нос раскрывается, там пазухи все, да? А рецепторы забиваются, то уже ты не чувствуешь толком вкуса. Потому что от этого перца уже весь рот бегает. Вкусная. Лапша вот точно такая же, как предыдущие, но добавлен томатная паста добавлена. И перец. Ну хорошо, слушайте, вот сейчас вот пришел откуда-то с морозика, да? Такой весь замерзший, продубевший. Ага, значит, продрогший. И вот такую вот лапшу, бац. Но это все-таки вот эта лапша, она... перца больше здесь. Перца здесь больше. Фу. Еще раз. Ой. Для сугрева вообще класс. Так, попробуем этот бульон. Так, отдышаться. Так вот посмотрим, как она выглядит. Вот так вот шикарно выглядит. Томатная лапша корейская.
О май год. Фу, так, пробую. Ой. Фу. О, вообще класс. Супер. Ой. Я прямо не могу больше. Я не могу. Все, хватит. Томатный вкус, но это на любителя. О. Или подождать, пока остынет. Ой. Так, давайте мы... Подождите. Надо чем-то запить. На одну минутку. На минутку я сейчас колу притащу. Надо запить. Ой. Во, вот это вот холодненькое подоконник кола. Вот это вот мне нравится, вот эта кола. Она даже лучше, чем кока-кола. Недавно я какую-то пепси-колу заказал. Такая гадость, сейчас уже нет. Типа натуральная, я заплатил за нее 150 рублей за бутылку двухлитровую. Ну там, ой, я не знаю. Какая-то фигня, химия какая-то реально. Так вот открываем. О, пошло. Пузырьки пошли. Так, наливаем. Слышите? Слышите, да? Какой звук. Так вот она булькает. Наша кола. Надо запить ей обязательно. О, невозможно вообще. У меня от этого перца все во рту. Все во рту, короче. Все во рту у меня кипит пламя. Так, вот давайте за ваше здоровье. О, хорошо-то как, а? Ой. Вообще класс. Класс. Вот теперь можно попробовать нашу третью лапшу. О, сейчас я поставлю. Вот это вот лапша. Это у нас вот это вот жгучая, короче. Вот это вот получается. Под названием Джиаджанг. Джиаджанг. Не знаю, что означает. У меня даже губы горят. Губы даже горят у меня. Так, вот так выглядит. Так, сесть надо. Зверская вещь вообще. Это корейская лапша. Я не знаю, если, конечно, вот эту приправу не ложить, а что-то такое свое положить, свою соль, свою перец, то я бы съел, да? А так, хорошо нос хорошо раз блокирует. Берем вот так вот, опс, и ее. Пожар. Не могу. Горит все. Надо срочно запить. Ой, как они едят-то, а? Ой. Ой, вообще невозможно. Ой. Ну зато меня прошибло минутку. Высморкаюсь. Ой. Зато у меня нос разложило. Нормально.
Лекарство от короны, короче. От простуды. Так, ну давайте еще. Так уж и быть. Я уже вкуса не чувствую. Зато тут есть, вот смотрите. Сюда добавили. Где мясо-то было? Вот. Видали, да? Во, мясо. Видали, да? Кусочки мяса. Попробуем его. Нет, это не мясо. Это что-то типа сои. Это соевое мясо. Веганский продукт. Так. А я уж обрадовался, увидев кусочки. Ну, думаю, тут мясо, кажется. Ну, короче, смело можно ее есть всем тем, кто там, ну, вот, не ест мясо, там, то все такого плана. Да. Ну, уже не ощущаю ни запахов, ни вкусов. Ничего не могу сказать. Потому что вот этот перец, он все забил реально. Ну так, с виду она вообще шикарная. Может подождать, пока это все дело остынет. И тогда ее скушать. Наверное, так будет лучше. Так, вот. Какая лапша. Выглядит шикарно, да? Но есть ее, я честно говорю. Она еще горячая, да перченая. Ну нормально, да. Для любителей азиатской перченой острой пищи она зайдет нормально. Но я уже просто не чувствую ни вкусов, ни ароматов, потому что у меня перец, он все просто перебил все мои рецепторы. Не так она вкусная. Непривычная. Так, сейчас почитаем комментарии. Что кто написал. Сейчас видны все сообщения. Да добавь туда ингредиентов или наоборот промой. Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Да, вот это вот. А если привет, пробуем, короче, вот такую вот лапшу корейскую. Я в маркете больше-меньше. Там большой выбор. Я не все взял еще, я 3 пакета взял. Вот такую вот, с такой вот курочкой. Тут чили, видно, да? И потом вот такую вот взял. Вот они с карри. Соус карри. Ну, перца они, конечно, сюда напихали, дай боже. Ой. И вот такую томатная паста. Ой. Hot chicken. Аж млеет от вкуса этого. Я не знаю, конечно, это надо быть любителем этой всей еды. Короче, эта лапша стоит, вот, самая дорогая 130, самая дешевая 105 рублей. Ну, примерно в одну цену, да, как бы. Так, теперь попробуем мы. Я еще не дочитал комментарии. Эй, у нас знакомство на любой вкус. О, кто там такие? Что такое? Кто это? Какие-то, блин, заблокировать надо. Фейселов, блин. Так. Так, временно исключить пользователя из обслуживания. Да? Удалить, пожаловаться. Так. Хаба. Все нафиг. Взял бы с сырным, просто пальчики оближешь. Я не знаю, вот это что-то типа сырное есть, ага. Ну, короче, кажется, я уже вкусов, честно говоря, не помню. Так, я удалил эти все. Как они тут и проникли? Этот чат знакомств сюда. Сейчас надо удалить. Сейчас я удалю все это дело. Удалил. Ох,
клуб забавно. Вот я их удалил. Ну, кто такие проникли, а? Мне тут на стрим. Я тебе там до хрена клиентов написала, ты не читаешь. А, да? Хорошо, почитаю. Спасибо. Привет, Айси. Да добавь туда ингредиентов или наоборот промой. Угу. Мыши плакали, скололись, но продолжали есть кактус. Да. Это вообще такой аттракцион шоу. Тебе салатин надо было приготовить из овощей, чтобы заказать. Просто приправы клади полностью. Я половину добавил. Читаю комменты, читаю. Прощаться с лапшой будет тебе тоже весело. Да я отдам домашним, да едят. Не любители. Острот таких. Может много перца, чтобы не поняли, что еда испортилась и продать ее. Возможно. А тут под таким перцем, знаете, я уже не чувствую ни вкуса, ни аромата, ничего. Мне просто все оно зашкварило, вся носоглотка и все. Так жгет ее просто и все. То есть это когда, знаете, вот как вам, когда приходите в стоматологию зуб удалять там или что-то с ним делать, вам укол ставят обезболивающий. И вот оно все онемеет, все челюсть полностью, и ты ничего не чувствуешь. Там тебе хоть можно зуб 2-3 выдрать, за раз, блин, без проблем. То же самое вот с этой штуковиной. Поможет с такими рекламами. Тима, тебе нужен модератор. Забаню. Я забанил, их забанил. Безусердными. Да. Я понял, да. Да. Вот таким вот образом. Да, добавь так. Что еще не прочитал? Салатин. Да, салаты. Ну, салат это готовить надо, лень. Я вот проснулся недавно. Как бы встал. Я не люблю много перца, это вредно для тела человека. Да. Но сейчас я пытаюсь как бы излечиться от этого насморка, который меня мучит. И вот я взял эту специальную лапшу горяченькую, чтобы у меня там все это дело в столовой, как в ресторан. Угу. Ну, естественно, да, я не знаю, в столовую. Сейчас вот в Крыму там зайдешь, там, я сразу там 100 грамм, там 100 рублей. Ну, что такое 100 грамм съесть, я не знаю. Это котлета одна, маленькая какая-то, мелкая. Ну вот и считай там. Компоты тоже все дорогое, блин. Какой у тебя телефон? У меня телефон Realme X3 Super Zoom. X3 Super Zoom. Ну, надо мне это самое, я не в том виде, чтобы направлять. Надо маску одеть, а то заражу вас всех. Без маски не могу направлять. Что все молчат? Ну, не знаю, что молчат. Такие вот у меня подписчики молчаливые. Да их мало совсем. У меня канал-то там. Ничего, блин. Вон я ходил тут по этим, по нашим видным местам. Всему миру известным. 17-й квартал. Значит, ну как бы тема интересная. Люди там живут тут в этих вот помоях, как бы, да. Все это давно уже, все про это знают, и программа уже реализации, как бы, застройки этих порталов существует. Но она до сих пор вот все в таком же виде, как вот это было. И что там, короче, тема очень такая проблематичная, как бы волнует всех. Вот все говорят, иди, сними 17-й квартал. Ну что, пошел, снял. Ну, у меня все там по 300, там, 250 просмотров. Ну, что такое? 250. А вот был у меня, когда я дождь снял, дождь, пошел летом дождь, у меня вообще там классно. 360 тысяч просмотров под одним роликом было. Ого. Вот это у меня зашел ролик. А тут что-то вообще смешное дело. Так как хобби. Вот, хочется донести что-то до, значит,
значит, людей, подписчиков, да, кому интересно это все. Вот и снимаю, да. Кто-то что-то просит, там пошел, снял, да, и так далее. Ну, приятно, поблагодарили. Уже хорошо, уже хорошо. Спасибо сказали, уже отлично. Так, кто-то там пришел у меня. Модератор. Ну, модератор я не такой большой, что модератор еще. У меня насморк прошел, ага. Да, тоже хобби. Хобби. Это как бы, ну вот, вообще, сейчас уже 3000 подписчиков, а было-то 1000 подписчиков. Вот до этого лета всего. Ну, 1000, где-то 1500. И тут сразу за одно видео, вот это, которое зашло, там подписалось очень много сразу. Так, что-то давайте еще раз попробую эту лапшичку. И потом мы сравним с вами наш Ролтон. О, какая она аппетитная. Может, сейчас она, когда остыла. Да, ну вот сейчас уже, в принципе, вкус ощущается. Я уже чувствую, здесь сладкие тона есть. Сладкие тона. И, соответственно, уже более такой. То есть горячую, когда ее ешь, да, вот это вот, лучше, чтобы она остыла. Лучше остыла, и такая вот уже тепленькая, и тепленькая лучше есть. А горячая это вообще полный зашквар происходит. Да, ладненько. Все это отлично. Теперь берем, пробуем. Скоро я уже стрим закончу, потому что меня тут выгоняют с кухни. Извините, тут домашний еще есть. Пробуем вот это вот. Хочется ее прямо ложкой вот так вот по-нашему черпнуть. Ну, как она классно разбухла-то, а? Суперовски. Так, давайте для... Ролтон. Запьем сначала для колой. Чтобы у меня чакры открылись после корейской лапши. Так, теперь холодненькая кола вообще шикарно снимает вот эту всю перченость. Так, берем. Ну вот она уже такая тоненькая. Кстати, Ролтон хорошая лапша. Она типа делается на яйцах. Мне нравится она. Даже отдельно вот ее покупаешь, когда... Опс. Так вот это все выглядит дело. Теперь мы ее... Ну да, ну, она тоже приятная. Она тоже хорошая, но даже вкус такой яичный, как бы, а? Мне нравится она. Ну вот, если к этой корейской лапше, ее можно сразу вот постолько есть, к этой корейской лапше добавить нашу приправу от Ролтон, в принципе, нормально, можно есть. Ну, еще туда овощей, вот эти, как бы, дошираки положить, там, соевых вот этих каких шариков, туда накидать, какого-нибудь лучка там, вообще шикарно было бы. Так, вот, берем. Нет, короче, вывод такой, что вот эта штука, да, корейская, если вы не любитель корейской пищи, не привыкшие к остротам, лучше не брать вообще, потому что просто вы не съедите. Вот наш Ролтон, вот этот говяжий, но к нему надо что-то добавить еще обязательно. Взять колбаски, там, какой-нибудь травки. То есть чисто в виде вот в таком, да, он вот из себя что представляет. То есть здесь мало что есть, тут какая-то специя и все. Но если сюда добавить
какие-то дополнительные ингредиенты, там мяско, там рыбку, колбаску, да, там то все, то она, в общем, шикарно заходит. Ну, а эту можно есть, в принципе, либо тем, кто любит корейскую пищу острую, либо вынимать отсюда вот это вот, совсем чуть-чуть добавлять специй. Совсем чуть-чуть. И то они настолько перченые, что там надо дополнительно еще солить будет. Соли не хватает. Она просто перца там дофигища. Поэтому победила в битве корейская лапша и ролтон. Лапша ролтон за 18 рублей. А вот это 130 рублей стоит корейская. Ура! Поддержим российского производителя. Да, это я не знаю, это надо быть особым любителем острот. Там перца этого, я не знаю, вам целую кастрюлю хватит наперчить, а не на тарелку. Да. Она создает интересные контенты в Скайриме. Ага. Привет, Тима. Привет, Алена. Мекс. У моего одного малого друга совсем мало подписчиков. Ага. Им тоже хочется попробовать. Кто это к вам пришел? Твой канал есть. Ага. Ну, у меня подписчики есть, да? Спасибо им большое, что они смотрят. Видосов я тут наделал за выходные. Так что, кому интересно, можете посмотреть на канале. Ну, ладненько, что, давайте будем прощаться. Так, эту лапшу я своим отдам. Они у меня любители таких вещей, пока она не остыла. А сам я вот эту доем. Лапшичку. Вполне она нормальная. Я сейчас что-нибудь тут добавлю. Какого-нибудь огурчика, еще что-нибудь мяска немного положу. И будет вообще супер-пупер лапша. Так. Кто написал? Пока, да, всем пока. Пока. Или пока. Тоже. И поэтому, если увидишь вот эту фигню, да, в магазине, лучше ее не бери. Это на любителя. Это нафиг на любителя. Лучше брать нашу вот такую вот. Ролтон, в принципе, торговая марка известная, делает неплохую лапшу и недорогая. 18 рублей. Доза такая, что объем такой, что в принципе вот ей наесться вот хватит. Ну еще говорю, что-нибудь добавить, какую-нибудь колбаску порезать, сыр там, то есть все. Ну а вообще-то, конечно, лучше этого избегать всего. Потому что тут всякая химоза, а лучше варить обычные макароны, макарошки, да, как мы все любим называть, и, значит, вот их кушать. Ладненько, давайте, тут меня уже выгоняет. Добавь туда от корейской. Нет, не буду я корейской добавлять. Телефон у меня исправляет. Угу. Не-не-не-не-не. Пока-пока. Ладно, всем пока-пока-пока. Все, так, крестик тут я нажимаю. Окей. Завтра, кстати, уже рабочий день, 8 понедельник. Всем на работу и в школу.